Уже традиционный турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти заслуженного тренера СССР Юрия Гусова подводит итоги. Прославленный борец выступал в категории до 75 килограмм, поэтому символично, что именно здесь собралось максимальное количество участников. В финал вышли только самые стойкие борцы. На протяжении 2 дней соревнований борцы показывают напряженные и яркие схватки. Разыгрывается 8 комплектов медалей. Ну а главными призами турнира станут 3 автомобиля «Лада Гранта». Финалистами турнира стали лучшие борцы с разных уголков России и зарубежья. С каждым часом атмосфера в спортивном комплексе накалялась. Минимум процентов 15-20 будет претендовать, грызться, как будем говорить, за попадание в сборную на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Это обязательно, потому что он силен, турнир силен. Здесь на сегодняшний день самая яркая, самая лучшая молодежь не только Осетии, но и всей нашей России. Поэтому это огромный толчок для каждого из них, кто борется сегодня здесь у нас в республике. С каждым годом количество новобранцев в спортивных секциях увеличивается. По словам главного тренера сборной Северной Осетии Марика Тидеева, после введения новых правил борьба стала еще интереснее и динамичнее. Этот турнир нам очень важен, потому что после каждого турнира у нас бывает паломничество в наши спортивные залы. И это очень хорошо. Родители приводят детей и хотят, чтобы они повторяли путь этих чемпионов. Вот в связи с новыми изменениями правил, новые правила, конечно, борьба стала намного зрелищней. Только что закончилась схватка, и счет был 17-14. Титул чемпиона и золотую медаль в весовой категории до 75 килограмм, где разыгрывался главный приз автомобиль, получил наш земляк Мурат Гоконаев. Судьбу еще 2 машин решила жеребьевка. Счастливыми обладателями стали победители в других весовых категориях – Наур Коцев и Эмил Марпашаев. Соперники все знакомые, достойны были. В первом месте машины достойны были они. Ну и сначала надо было преодолеть себя, травмы. Я боролся с травмами и потом уже преодолеть соперников и пройти этот путь и достичь высшей цели. Соревнования с каждым годом набирают популярность. По словам организаторов, в перспективе этот турнир будут проводить под эгидой Международной федерации борьбы. Она развивает олимпийские виды единоборств. Тогда принимать участие в соревнованиях будут все страны, которые входят в состав федерации. Ирина Дзабаева, Михаил Безуглов, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.